Короче, мы полезли внутри подводной лодки. Смотрите. А тут надо осторожно быть. А вы видели, нет? Не осторожно, потому что я низкая. Маша, смотри, это перископ. Там смотрят. Вот сюда смотришь. Ничего не вижу. Посмотри. Ну, потому что оно не рабочее. А там ничего не увидишь все равно. Вот смотри, сколько всяких клапанов, рычагов. Все это для чего-то. Стол, смотри, какой стол. Где? Не знаю. Там еще куда-то. О, смотри, какая ручка. Не трогай. Ой. Страшно. А это что такое? Кто знает, что это такое? Пишите. Лево руля, право руля. А это что? А сюда говорят, Маша, смотри. Ту-ту. О, как тут много всяких штуковин, а? Крутить которые надо. Папа. Сейчас нас тут с тобой закроют. Давай, давай. Иди вперед, вперед. Давай. Ну вы видали, да? Еще раз. Тут вообще какая-то отдельная комнатка. Для чего она нужна? О! И длинная лодочка-то, да? А тут что такое? Которую надо открывать. Угу. Мы не будем открывать ее. А вот смотрите, какой люк был. Люк. Люк какой был. Видали? Это что такое? Иосиф Сталин. Они, похоже, наружу выбрались все. Комната отдыха, похоже. Какие-то датчики здесь. Температура, влажность, гигрометр. Такой люк был. Вот. Смотрите, шкаф, комод. Здесь сидели. Тут можно посидеть. Нельзя. Такие бортики, чтобы ничего не свалилось специально. Поехали. Поехали дальше. Давай. Ну, давай вперед пойдем. Главное, тут не улетит. Ой. Ой-ой. Здравствуйте. Давай, пролазь. А вот это на кроватях не сидеть. Это спали матросы. Иди сюда, лезь. Лезь это. Это ракеты. А, это торпеды. Точно. Торпеды. Вот она, торпеда. Да. Ёлки-палки. Страшное дело. Вот. Какая она лодочка-то у нас. Может, туда вон пройди немножко? Нет. Ну, давай, давай. Тут что-то открыто. Да не бойся. Чуть два шага сделай. Ну вот, короче, такие вот торпеды были раньше. Вот сюда закладывались. Маша, вот эти торпеды закладывались, и они по кораблям стреляли. Видишь? Какая сложная конструкция. То есть... А, это залп. Да, удивляешься. Все-таки, как оно все было сложно. Так, ну все, мы выходим. Мы выходим, видим тут интересные штучки всякие предлагают. Фляжка. Сувенирчик можно вот такую взять. Владивосток. Президент. Ложечку. Маша, ложечки есть. Подожди, подожди. Куда пошла-то? Вооруженные силы. Си-56. А вот есть по 600, да? Черная.
А такая сколько стоит у вас? 700 рублей, да? Маша, давай подойди сюда. Тихоокеанский флот. Ну а это мы после подводной лодки вышли на корабельную набережную. И здесь стоим, смотрим на корабли. Вот там вот напротив, через дорогу, находится мемориал Великой Отечественной войне, Вечный огонь. А это вывеска «Морские экскурсии, 30-й причал». Оттуда можно сплавать по бухтам Владивостока. Ну, что мы и сделали. Видео об этом уже, кстати, выложено. И вы можете его смотреть. На набережной стоят вот такие вот катера. Вот это мы сейчас подходим к памятнику Солженицыну, который после долгой миграции прибыл в Россию, первый раз вступил сюда, во Владивосток, вот именно в 1994 году. В честь этого события стоит этот памятник. Ну, а это «Красный вымпел». Советский сторожевой корабль, первоначально яхта, один из 5 кораблей-музеев дореволюционной постройки, расположенной на территории России. Спущен на воду в октябре 1910 года в Санкт-Петербурге под названием «Адмирал Завойко». А 11 марта 1958 года ветеран был поставлен на вечную стоянку в бухте Золотой Рог и превращен в мемориальный корабль-музей. Ну вот это вот подводная лодка, где мы были, еще раз ее показываю. Вот этот корабль в этот день был, кстати, на нем выходной, когда мы там были, и, к сожалению, мы не смогли его посетить. И сейчас мы подойдем к памятному знаку, посвященный пионерам подводного плавания на Тихом океане, который решено было установить в 2006 году по просьбе участников Дальневосточного клуба моряков-подводников. Вот что написано. 5 января 1905 года создано первое соединение подводных лодок России на Тихом океане. В феврале 1905 года они впервые вышли для несения дозорной службы. Самим фактом существования подводной лодки снизили угрозу нападения на город Владивосток в период русско-японской войны. Они были первенцами подводного флота России, на них служили мужественные люди, честь им и слава. Вот названия этих подводных лодок какие интересные. Бучок, дельфин, касатка, кефаль, налим, осетр, палтус, плотва, скат, сом, форель, щука. Вот такие вот первые подводные лодки здесь были. И в честь них установлен вот этот памятный знак с колоколом. Вот сюда открывается вид на Золотой мост через бухту Золотой Рог. А сейчас мы подходим к памятному знаку в честь основания города Владивосток в 1860 году. Вот эта цифра. Сам памятник стелла выполнена из титана в виде паруса с якорями по бокам. И здесь мы видим памятные дощечки. На одной из них такая надпись: 2 июля 1860 года на этом берегу с борта транспорта «Маньчжур» высадились под командованием прапорщика Комарова солдата 4-го отдельного линейного батальона основатели города Владивосток. Вот эта табличка. Ну, а сейчас мы обойдем эту стелу, и там будет видна другая табличка. Вот такая она высокая. А на ней следующая надпись: обелиск сооружен в 1985 году в честь
125-летия основания города Владивосток. Вот такие вот расположенные якоря, выполнены они из цемента, бетона. Короче, их использовать нельзя, как другие якоря, которые мы видели, которые были реально сняты с каких-то кораблей и установлены как памятники. То есть эти выполнены чисто для памятника. Вот Маша сидит в телефоне, она фотографирует, делает много-много фотографий, выкладывает их в Инстаграм, общается по WhatsApp с родственниками, потому что впечатлений целая масса интересных. Очень красиво в Владивостоке. Вот эти вот корабли, бухта, море, мосты, вот мост Золотой через бухту Золотой Рог. Ну и дальше мы идем, вот на набережной встречаем вот такой вот из чугуна сделанный для парковки, для того, чтобы закрепить корабль тросом, чтобы его не унесло от причала. Такую железяку увидели. Кто знает, может написать, как она точнее называется. Вот такая вот красотища. Ну и здесь рядом проходит железная дорога. Такая вот длинная. Ну, нам, людям, у которых железной дороги нету, она довольно интересная, и мы решили по ней пройтись, поснимать, пофотографироваться. Там Маша тоже уже сидела, теперь дальше пошла за мной. Тоже так же по рельсам идет, фоткается. Ветер довольно сильный, был, поэтому вот пришлось оригинальный звук вырезать и вот наложить комментарий закадровый. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Что нам делать? Туристам только гулять, прохаживаться, смотреть на достопримечательности, открывать какие-то для себя интересные моменты. В каждом городе есть что-то свое. Вот тут такая табличка с цифрой 8, наверное, это километраж. Обычно вдоль дорог такие устанавливают. Или что там обозначают. Кто знает, пишите. Дальше продолжаем свой маршрут по железной дороге города Владивосток. Кстати, сюда можно доехать с Москвы за 7-8 дней по железной дороге, так называемая Транссибирская магистраль, построена еще до революции царями Александром III и Николаем II. Кто знает историю, должен, конечно, знать эти события. Так, вот сейчас вот мы проходим мимо строящегося храма. Спасо-Преображенский кафедральный собор он называется. Это самый крупнейший православный храм в Приморском крае. Его высота 67 метров и 6 позолоченных куполов. Но вот это вот уже современное состояние. Сейчас как есть он, то есть уже поставлены купола на него. Ну а когда мы там были, он был вот в таком виде. Короче, это будет самый большой храм в Приморском крае. Начали его строительство в 2011 году.
И он будет вмещать в себя более 2000 верующих. Высота 67 метров. Вот этот центральный купол будет при весе 38 тонн, будет в диаметре 14 метров. Но это мы смотрим тут на железную дорогу, как она устроена, потому что вот здесь вот развилка, этот механизм, который смещает рельсы, чтобы поезд поехал в нужном направлении, направо или налево. Для нас интересно походить. Вот я Маше показываю храм. Сроки выполнения его, окончания строительства не обозначены, потому что там работы довольно много. Это надо будет внутреннее оформление все сделать, так что работы еще много. Ну, это мы на центральной площади поднялись, и здесь видим вот такую вот исписанную такими картинками стену. Тигры нарисованы, и имена подписали. Имена каждому дали тигру название. Вот увидели что-то интересное. Ну и здесь часовня. Крест. Маша захотела, чтобы я ее сфотографировал на фоне этой композиции. Увидела она там много-много туристов с Китая. Вон они там вдалеке идут. Так, часовня. Вот сюда можно зайти. И вот сейчас вот мы проходим мимо купола, который в то время еще не был установлен. Вот он какой большой, 14 метров в диаметре. Для того, чтобы его туда водрузить, на этот храм, подгонят специальный 80-метровый кран, специально для этих целей, чтобы только его поставить туда. Ну а сейчас мы с вами находимся на стеле «Город воинской славы». Вот здесь по углам установлены такие 4 пилона, на которых изображена история города Владивосток. Ну, в частности, что там изображено на этих барельефах. Транспорт маньчжур доставил на берег бухты Золотой Рог солдат под командованием прапорщика Комарова. Первые русские подводные лодки на Тихом океане. В Рагоне сдается наш гордый варяг. Первая Тихоокеанская эскадра. Оборона Порт-Артура. Вторая Тихоокеанская эскадра. Русско-японская война. Хасанские бои. Владивостокская крепость. Советско-японская война. Ракетный крейсер «Варяг». Герой социалистического труда. Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Ивановна Щетинина и пароход Жан Жарес, которым она командовала. Владивосток – пункт базирования Тихоокеанского флота России. Атомная подводная лодка. А сейчас мы с вами непосредственно проходим к самой стелле 10-метровой. На нем видим табличку о присвоении звания «Город воинской славы». В 2010 году памятник был поставлен в 2012 году. Указ издал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. В то время он был тогда еще президентом. А с другой стороны, если обойти, мы увидим табличку с гербом города Владивосток. Вот что здесь изображен? Уссурийский тигр и корона. Вот здесь, если вы сфоткаете, значит точно вы были во Владивостоке. Точно отметитесь. На вершине мы видим двуглавый орел, герб Российской Федерации, 10-метровая стелла. Вот на фоне
храма строящегося будет вообще шикарная, конечно, композиция, красивая. Общая панорама. Ну а мы с вами дальше продолжаем гулять по центральной площади. Ну вот здесь очень и очень много голубей, которых можно погонять, если делать нечего. Также мы здесь видим еще один памятник уже времен советской эпохи. Памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Наверху вот там стоит красноармеец с трубой и флагом. Здесь вот все выполнено из такого гранита, мрамора, все такое фундаментальное, монолитное такое, мощное. Еще тут две есть скульптурных композиции по углам. Вот мы видим опять же этих борцов за советскую власть. Мы видим, что они свергли герб Российской империи, уронили его и топчут. Ну и создается какое-то непонятное двоякое впечатление. С одной стороны, вот там мы только что с вами были, где этот герб установлен, значит, а здесь мы видим, что его топчут. Вот непонятное сочетание несочетаемостей. А здесь голуби мира, которых подкармливают люди. Вот они сидят, что-то кушают и делятся своей едой с птичками. Птички довольны, конечно, от такого угощения не отказываются. Хлебушек, семечки, чипсики. Вот мы видим, что они хватают их и тащут, кто больше схватит. Борьба идет за каждый кусок. Не зевай, тут надо быстро-быстро, а то голодным останешься. Только успевай. Какой голубь посмекалистей схватит этот кусок и утащит куда-нибудь подальше, улетит с ним и там доклевывает тихо. Но другие видят и туда прилетают быстро. Они такие, не будут церемониться, отберут у тебя кусок, если ты рот раскроешь. Вот видим, что один вот схватил и куда-то полетел. Вот эта стая перелетает с одного места на другое. Как мы видим, видать, там больше еды, и они туда полетели. Машу даже задел кто-то из птиц, из этих голубей. Вот их сколько тут. Туча, целая туча. Здесь тоже люди сидят, как мы видим. И тоже делятся и своей едой, с птичками. О, семечки, по-моему, кидают. Целую кучу. Ох, их сколько. Тут тьма тьмущая, тьма. Вот кто не видел голубей, может посмотреть на них. Ну а на этом сегодня наш выпуск пока заканчивается. Продолжение про Владивосток еще будут в наших видео, так что продолжайте смотреть дальше.